Недавний инцидент на таджикско-кыргызской границе. Наконец-то наши погранвойска прокомментировали инцидент официально. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Жители приграничных сел сообщили, что военнослужащие Кыргызстана 24 июля перекрыли единственную автомобильную дорогу из Фара-Варух, которая проходит через кыргызское село Аксай. Погранслужба Кыргызской республики заявила, что проводится мероприятие по стабилизации обстановки на границе с Таджикистаном. По словам трех собеседников в Исфаре, дорога из Фара-Варух, которая проходит через Аксай, была перекрыта до 9 часов вечера 24 июля военнослужащими сопредельного государства. По словам одного из местных жителей, кыргызские военные стояли на дороге, а жители кыргызского села закидывали камнями автомашины таджикистанцев. Трое наших односельчан получили травмы, добавил он. Пресс-центр пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан 25 июля подтвердил, что в 17:30 часов 24 июля вблизи линии государственной границы Таджикистана с Кыргызстаном произошел инцидент между жителями приграничных сел Таджикистана и Кыргызстана. В сообщении говорится, что 24 июля свадебный кортеж из 8 машин двигался в сторону Исфары. У въезда в кыргызское село Аксай колонну автомашин забросали камнями гражданин Республики Кыргызстан, житель сельского джамаата Аксай, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем марки Mercedes-Benz с государственным номером 134 ACG 03KG. Под предлогом того, что одна из машин свадебного кортежа якобы создала препятствие для движения его автомашины, он перекрыл автомобильную трассу. Выйдя из машины, мужчина забросал камнями машины таджикских граждан. В результате различные части трех автомобилей были повреждены. 4 гражданина Таджикистана получили легкие физические травмы, отмечает Управление погранвойск ГКНБ Таджикистана. Сообщается, что инцидент был исчерпан после того, как к месту конфликта прибыли представители местных властей и правоохранительных органов Таджикистана и Кыргызстана. СМИ Кыргызстана со ссылкой на местные власти сообщают, что по итогам встречи решено убрать блокпосты, выставленные правоохранительными органами двух сторон в местности Дача, Кыргызстан, и перед пограничной заставой Хаджи Айло, Таджикистан. Стороны договорились также принять меры по недопущению в приграничных районах конфликтных ситуаций, осуществлять совместное патрулирование подразделениями территориальных правоохранительных органов по маршруту село Аксай, село Хаджи Айло, местность Торткочо. Обстановка на таджикско-кыргызской границе характеризуется как стабильная. Совместная комиссия выясняет причину возникновения конфликта между гражданами двух стран, сообщает пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана. Ранее Управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ Кыргызской республики сообщило, что жители Таджикистана на своих машинах пытались подсечь автомашину граждан Кыргызской республики, из-за чего между сторонами завязалась драка. На место конфликта был вызван сотрудник территориального подразделения МВД Кыргызской республики. Однако, когда он подъезжал к месту инцидента, граждане Республики Таджикистан, жители села Хаджи Айло, напали на него, говорится в сообщении. Кыргызская сторона отмечает также, что милиционеру удалось выехать, хотя в это время таджикистанцы пытались избить его, а также разбили зеркало заднего вида его автомобиля. О том, что дорога через село Аксай была перекрыта кыргызскими военнослужащими, пограничная служба ГКНБ Кыргызской республики не сообщает. Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 972 километра, 682 из которых уточнены, а 290 остаются спорными. Неопределенные участки госграницы между Таджикистаном и Кыргызстаном являются основным фактором напряженности между Душанбе и Бишкеком. Из-за них часто возникают небольшие и масштабные конфликты. Самый кровопролитный конфликт на таджикско-кыргызской границе произошел в сентябре прошлого года, когда с обеих сторон погибли десятки человек, сотни получили ранения. Как вы относитесь к такой обстановке и как вы думаете, можно вообще их предотвращать и почему этого не делают? У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!